Я убежден, что совместными усилиями мы решим все те задачи, которые стоят перед нами и которые поставил президент. СКФО празднует 8-летие. Сегодня день образования Северокавказского федерального округа. Учимся проводить выборы. В регионе проходят обучающие семинары для членов избирательных комиссий. Естественно, все пойдет и по уходу для ребенка. В региональном министерстве труда начали принимать заявления от молодых мам на соцвыплаты. Он один день остался без имущества и без дома. И село, и район, и наша республика не осталась в стороне от этого. Фонд «Солидарность» спешит на помощь. Еще одна семья получила поддержку в виде строительных материалов. По итогу проведения нашего рейда сделаем определенные выводы. И кого надо будет, значит, привлечем к ответственности. Рейд по нелегальным перевозчикам. Сотрудники ГИБДД и Компромсвязи за безопасность в общественном транспорте. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Сегодня исполняется 8 лет, как Северокавказский федеральный округ отделился от Южного. В него вошли 8 регионов с населением в более 10 миллионов человек. Соответствующий указ подписал президент страны 19 января 2010 года. Вместе с тем началась колоссальная работа по развитию округа. Построены сотни социальных объектов, налажены межнациональные и межконфессиональные связи, улучшена стратегическая обстановка в регионах. История СКФО в репортаже Заремы Евлоевой. Ровно 8 лет назад, 19 января 2010 года, указом президента России Северокавказский округ был выведен из состава Южно-федерального. Его площадь составила всего 1% от всей территории страны. 56 городов, административный центр Пятигорск, население чуть более 10 миллионов человек. Первым полномочным представителем президента России в СКФО стал Александр Хлопонин. Затем его сменил Сергей Меликов. А с 2016 года округ возглавляет Олег Белавинцев. За прошедшие 8 лет СКФО стал образцом политической и экономической стабильности. Сегодня Северокавказский федеральный округ – это динамично развивающийся регион. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, субъекты в составе округа хорошо справляются с негативными тенденциями. Наш регион не исключение. За последние несколько лет в Ингушетии открыт ряд социально значимых объектов. Активно развиваются промышленность, АПК, предпринимательство. Научная и культурная сферы тоже не стоят на месте. Появились новые медицинские объекты. Это противотуберкулезный диспансер, в городе Назрань поликлиника, соответствующие женская консультация, эндокринологический центр в республике Ингушетия, новый родильный дом. Еще одна особенность Северокавказского федерального округа – это огромный туристический и курортный потенциал. Одним из таких мощных направлений, бесспорно, по развитию, экономическому и социально-экономическому развитию, это является стратегия развития Северного Кавказа, программа общая, которая уже утверждена. И в этой программе довольно серьезно заложены проекты, которые должны исправить ситуацию в области снижения безработицы и поднятия уровня жизни населения и обеспечения социального равенства среди субъектов вообще регионов России. Также за последние годы в республике, да и на Кавказе в целом, значительно вырос уровень безопасности. Этому способствовало плотное сотрудничество правительств регионов с силовыми структурами. На заседаниях Общественного совета СКФО неоднократно отмечали, Ингушетия уже несколько лет подряд занимает лидирующее место среди регионов округа в сферах безопасности и экономического развития. Я убежден, что совместными усилиями мы решим все те задачи, которые стоят перед нами и которые поставил президент Владимир Владимирович Путин.
Полномочный представитель президента России в СКФО часто проводит встречи с главами всех субъектов. На повестку дня выносят самые острые вопросы, предлагаются пути их решения. Не пропускает Олег Белавинцев и важные события, происходящие в регионах округа. В декабре прошлого года полпред побывал и в нашей республике. Он вместе с главой Ингушетии посетил школу на 740 мест в селении Сагапши, открытие которой запланировано до конца января. Также полпред побывал на молочно-мясном предприятии в том же сельском поселении. По сути, СКФО – это большой форум, работа которого направлена не только на социальное, политическое и экономическое развитие регионов. Это еще и установление межнационального мира. И одна из главных площадок, где эта идея реализуется – фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который в 2016-м приняла Ингушская земля. На спортивный праздник ежегодно помимо самих участников съезжаются и руководители всех регионов. Если этот фестиваль – площадка для культурного обмена между регионами и пропаганды национальных видов спорта, то работа форума «Машук» направлена на поддержку инициативной молодежи в реализации общественно полезных проектов. Машуку спасибо за то, что они устраивают такие мероприятия. Например, вот сегодня день Ингушетии, я так понимаю, да. И вот мне как кабардинцу было интересно узнать поближе, как всю культуру Ингушетии. В конце 2017-го в Ингушетии прошел и 5-й юбилейный форум СМИ Северного Кавказа, участие в котором приняло более 600 журналистов. Ежегодно форум посещают руководители аппарата полномочного представителя России в СКФО, главы республик и представители региональных министерств. После этого форума любой регион получает дополнительные бонусы в виде, в том числе и инвестиционной привлекательности, потому что на многих площадках показывают и красоты, и гостеприимство, и возможности, и самое главное, стабильность и безопасность наших регионов. 12 мая 2014 года по указанию президента страны было создано Министерство по делам Северного Кавказа, которое возглавляет Лев Кузнецов. Задача министерства – полная реализация потенциала Северного Кавказа во всех отраслях. Зарема Ивлоева, Индира Манкиева, Новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия со дня образования Ульяновской области. Руководитель республики прилетел в Ульяновск по приглашению губернатора области Сергея Морозова. Юнусбек Евкуров стал гостем праздничного концерта, который состоялся в Большом зале Ленинского мемориала. Перед началом мероприятия глава Ингушетии дал интервью журналистам. По его словам, сегодня между Ингушетией и Ульяновской областью действует соглашение о сотрудничестве в области экономики и культуры, подписанное в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Кроме того, регионы заинтересованы в обмене опытом в области туриндустрии, а также организации взаимного обмена туристическими потоками. Мы очень хорошо подружились с губернатором Сергеем Ивановичем и подписали соглашение. В прошлом году Сергей Иванович был у нас в республике на 25 республики. И с тех пор у нас здесь хорошая община ингушская, хорошие, добрые отношения. И мы изучаем опыт, в том числе и в Ульяновской области. Я был здесь на открытии ряда предприятий, заводов. И вот этот опыт хотим перенести на территорию республики. В плане привлечения инвестиций огромное средства и такие бюджетообразующие предприятия, заводы, фабрики, которые сегодня строятся в Ульяновской области. И одним из таких предприятий, как шинный завод, там, Бриджстон, мы там разговаривали, над этим проектом работают наши специалисты. Все-таки мы тоже хотим заманить, в хорошем смысле слова, японцев к себе тоже в республику, для того, чтобы они у нас тоже открыли, если не ряд предприятий, то хотя бы одно предприятие. Для небольшой республики это было бы таким хорошим прорывом стратегическим. А так, конечно, не только инвестиции и развитие малого и среднего предпринимательства. Вообще агропромышленный комплекс нас тоже интересует, и мы взаимодействуем в этом направлении, будем дальше взаимодействовать. И культурное общение, и спортивное общение. То есть у нас есть чему друг у друга поучиться, и я уверен, что это будет на пользу дела. От всей души, от себя лично, от всех жителей Республики Ингушетия поздравляю жителей Ульяновской области, губернатора, всю его команду с таким хорошим юбилеем, 75-летием. Мы видим огромные такие успехи, которые сегодня в последние годы происходят в Ульяновской области. Я уверен, что это продолжение и на 80 лет, и на 90, и на 100 лет. Успехов, здоровья, счастья, процветания в Ульяновской области во благо и самой области, и всей нашей великой России. С праздником!
В Ингушетии активно идет подготовка к предстоящим выборам президента страны. Обучающие лекции и семинары проходят для всех членов территориальных избирательных участков и комиссий. В Малгобеке такого рода мероприятия уже прошли. А для организаторов выборов Назрановского и Джейрахского районов лекцию прочитали в администрации Назрани. В числе слушателей была и Мария Мистоева. В первую очередь, такие лекции проводятся для повышения квалификации членов УИКов и ТИКов. В законодательстве избирательной системы произошли определенные изменения, с которыми организаторы выборов всех районов обязательно должны быть ознакомлены. К примеру, теперь не будут выдаваться открепительные удостоверения. В этом году введено новшество, это отменили открепительные удостоверения, введено право голосования лиц не прописанных, то есть прописанных по месту регистрации, но в момент голосования они будут находиться или в командировке будут, или на выезде, на отдыхе. Они имеют право голосовать по месту нахождения. А вот требования с каждым годом становятся все выше. В дополнение к полицейским безопасность на избирательных участках будут обеспечивать и сотрудники Росгвардии. На входах, как и раньше, будут стоять металлоискатели. До начала оформления участков еще далеко. Но о главных нововведениях членов избиркомов Мусай Евлоев уже проинформировал. Необходимо, чтобы на каждом участке был нормально работающий компьютер и нормальный принтер с нормальным картриджем. Я о нормальном принтере говорю именно потому, что при распечатке этого протокола, там на этом протоколе будет QR-код. Этот QR-код должен считываться сканером в территориальной избирательной комиссии. Работа намечается серьезная. Все это делается для проведения максимально прозрачных выборов. Потому встреча проходит в формате семинар-совещания. Любой желающий может задать свой вопрос. Кроме обучающего семинара для членов избирательных комиссий, мы произведем сверку наших совместных действий по обеспечению проведения выборной кампании, включая день выборов 18 марта. То есть мы сверяем свои действия, возможно, возникающие проблемы, ЧС-ситуации, пути, методы их решения. Большинство УИКов открыты на базе республиканских школ, и для каждого организатора его участок лучший, поскольку все эти люди прилагают много усилий, чтобы не уступать в организации другим ТИКам и УИКам. Наш участок считается примерным и хорошим, и исполнительным в смысле того, что мы вот эту всю процедуру, политический акт этот на уровне Российской Федерации мы проводим согласно закону, согласно нормативам. Всех членов избирательных комиссий обязали обойти дома избирателей и проинформировать о предстоящих выборах. Справиться об их здоровье, чтобы знать, кто сможет прийти на УИК, а для кого выборы пройдут дома. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Власти Ингушетии планируют построить в этом году 9 новых дошкольных учреждений. Как сообщают в региональном Минстрое, на эти цели предусмотрено около 1,5 миллиарда рублей. Строительство детских садов запланировано в рамках реализации федеральной целевой программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России и в рамках использования межбюджетных трансфертов из Резервного фонда правительства России. По данным Минстроя, новые детсады построят в сельских поселениях Кантышева, Новый Редант, Сурхахи, Верхний и Средний Ачелуки, Сагапши, Гамурзиева, Зязиков-Юрт и Троицкая. Еще один уверенный шаг для увеличения демографических показателей. Новый закон, предусматривающий денежные выплаты молодым семьям за рождение первого ребенка, вступил в силу по инициативе президента России с 1 января. Пособия на первенца первыми в стране оформили в Ингушетии. Региональный Минтруд начал принимать заявления от матерей на соцвыплаты. Репортаж Ирины Тичоевой. Дядя Калшин. Маленькому Мухаммеду всего 10 дней, малыш и не подозревает, что совсем скоро принесет первый доход своей семье. Согласно новому закону, за рождение первенца, учитывая доходы семьи, теперь государство будет ежемесячно выплачивать пособие. Молодая мама Ася Аздоева признается, такая поддержка государства как нельзя кстати. А на что потратите? Уже подумали? Вот. Ну, естественно, все пойдет и по уходу для ребенка, все вот эти влажные салфетки, памперсы, вот и так далее. Пособие для первенца – инициатива Владимира Путина, который, выступая на Координационном совете по реализации национальной стратегии действий и интересов детей, объявил о новых мерах поддержки и стимулирования рождаемости в стране. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка
и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. Выплата будет адресной. Она будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно президентским инициативам, для каждого региона сумма пособия будет индивидуальной. Так далее, предельная сумма дохода в месяц для семей, состоящих из 3 человек, в Ингушетии для назначения выплаты не должна составлять более 41 935 рублей. В этом случае сумма ежемесячного пособия на 2018 год составит 9 241 рубль. Ежемесячную выплату имеет право получать женщина, родившая первенца с 1 января 2018 года. И неважно, родной это ребенок или усыновленный. Заявление о назначении ежемесячной выплаты на первого ребенка может быть подано в любое время в течение 1,5 лет со дня его рождения. У нас, можно сказать, официально уже стартовал прием заявлений на первенца, которые родились с 1 января 2018 года. Первая семья у нас обратилась. Ребенок родился 9 января. Доход семьи у них не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. Заявительница, которая у нас обратилась сегодня, это семья Аздоевых. Право на подачу заявления имеют только женщины. У них доход семьи составил около 160 тысяч рублей в год. Оба родителя работают. Выплата в связи с рождением первого ребенка устанавливается со дня обращения за ее назначением. Если вы стали мамой в 2018 году, смело можете рассчитывать на поддержку государства. Необходимый перечень документов предоставит отдел социальной защиты по месту жительства. Рина Цычоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Роспотребнадзор пригрозил штрафами за отказ принимать новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В ведомстве решили даже открыть горячую линию. Специалисты будут помогать жалобщикам, которые столкнулись с нежеланием торговцев принимать к оплате новые деньги. Лейла Гайсанова разбиралась. Отказ от приема новых купюр теперь будет считаться противоправным действием, ущемляющим права потребителей. Мера, можно сказать, вынужденная, говорят в Роспотребнадзоре. В России продавцы зачастую отказываются принимать банкноты номиналом 2200 рублей, поэтому в ведомстве открыли горячую линию. В любом случае это нарушение. Если такие факты будут выявляться на территории республики, пускай люди к нам обращаются, мы будем на эти факты немедленно реагировать и привлекать данных недобросовестных предпринимателей к административной ответственности. В Ингушетии, в отличие от других регионов России, деньги знают, что называется, в лицо. Мы решили проверить это в магазинах. Странно, что вы принимаете, обычно люди отказываются. Конечно. Что, новые? Никакого отказа взять купюру в 2000 рублей не было. Вот наша сдача, вот наши покупки. Банковские билеты с изображением Севастополя и Дальнего Востока. На 2000-й купюре изображен космодром Восточный и вантовый мост на острове Русский во Владивостоке через пролив Восточный Босфор. Купюра сама синяя, а вот на другой, 200-рублевой, изображены символы города Севастополя. Красуется памятник затопленным кораблям, а с другой стороны колонны Херсонеса. Купюра зеленая. Все новое всегда непривычно, но продавцам не стоит бояться принимать банкноты, уверяет в Национальном банке. Бояться новых купюр абсолютно бессмысленно, потому что они защищены. Абсолютно новые защитные признаки у них имеются. Например, 2000-й – это кольцо, которое перемещается под острым углом. Его видно невооруженным глазом. Это самый новый защитный признак. А также 200 рублей имеется. Это голографическая лента, которая тоже имеет и микроизображение, которое имеет символ рубля. Также 200 рублей, потому что она более низкого номинала и больше ходит в наличном обороте. Она пропитана защитными пропитками и сделана более износостойкого материала, из хлопка. Госзнак создал и мобильное приложение, которое сможет определить, поддельная ли купюра или настоящая. Ведь россияне еще не привыкли к внешнему виду новых купюр и часто сомневаются в их подлинности. У меня вошло в привычку проверять все банковские купюры через приложение. Для новых купюр 200 и 2000 появились новые приложения, и каждый человек может убедиться в подлинности купюр.
Новые купюры вошли в оборот в октябре прошлого года. Эмиссия проходила в несколько этапов. Первоначально они поступили в банкоматные и кредитно-кассовые учреждения Дальнего Востока, Крыма и Москвы. Затем денежные знаки равномерно распределились по остальной России. При этом 100-рублевки и тысячные денежные банкноты будут планомерно выводиться из оборота. Валютчики говорят, спрос на новые деньги уже появился. Кстати, 200-рублевые купюры в российской истории уже были. Это их третий выпуск. А вот банкноты 2000 рублей еще никогда не выпускались. Лейла Гайсанова, Рамзан Мержоев. Новости 24. Более 40 насосных агрегатов в прошлом году в регионе заменили на новые, благодаря чему улучшилась работа потребления энергии на объектах водоснабжения. Об этом сообщил директор ГУП «Ингуш-регион-водоканал» Муслим Дзейтов на совещании по вопросам коммунальных платежей под председательством главы республики. Также введен в эксплуатацию программный комплекс по расчету оплаты за водоснабжение. Это обеспечит прозрачность поступления средств и повысит сбор платежей. Положительный сдвиг наблюдается и в сфере электроэнергетики. Уровень оплаты в прошлом году увеличился на 433 миллиона рублей. Главная причина такого результата в работе с неплательщиками – подключили правоохранительные органы. За 2017 год в республике потреблен газ более чем на 2 миллиарда рублей, из которых оплачено 1 миллиард 8 миллионов рублей. Для удобства оплаты во всех населенных пунктах региона размещены специальные платежные терминалы и увеличено количество контролеров для своевременного снятия показаний газовых счетчиков. Первый летчик Ингушетии, сын известного ученого-этнографа Чаха Ахриева, Рашидбек Ахриев, воевал в рядах Красной армии, участвовал во многих сражениях, в том числе и в Великой Отечественной войне, ушел на фронт добровольцем. Служил в составе отряда особого назначения. На его счету десятки боевых вылетов в тыл врага. Но крылатая машина героя-летчика 20 января 1942 попала под огонь противника и была сбита. О мужественном защитнике Отечества Мадина Пугоева. Рашидбек Ахриев – первый летчик не только Ингушетии, но и всего Северного Кавказа, сын знаменитого ингушского ученого и просветителя Чаха Ахриева, опытный пилот, за плечами которого десятки боевых вылетов, принял участие в 2 мировых войнах. Рашидбек родился и вырос в горном селении Фурток. В этой полуразрушенной башне он когда-то жил и работал. Это дом его отца, его деда. Но со временем здание пришло в ветхое состояние, оно разрушилось, но башня, она ждет своих потомков, она еще простоит многие годы. В 1914 году Рашидбек окончил Тифлисское военное училище, а через 3 года Гатчинскую летную школу. Свое высокое летное мастерство он успел проявить в небе над Турцией, Средней Азией и Таджикистаном. Служил в гражданской авиации. После окончания Первой мировой войны Рашидбек Ахриев был летчиком среднеазиатского отделения Российского общества «Добролет» в 1925 году. За мужество и высокое мастерство в летном деле правительство Таджикской республики отмечало ратный труд Рашидбека наградами. С начала Великой Отечественной добровольно ушел на фронт. Рашидбека направили в распоряжение северо-западной авиагруппы. Отряд Ахриева выполнял полеты по маршруту Ленинград-Москва, доставляя в блокадный город боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Начал войну в Харькове, в Харьковском авиационном отряде, офицером советской армии в звании капитана. Ушел на фронт и до 1942 года принимал участие в боевых действиях. Рашидбек Ахриев служил в составе летного отряда особого назначения, который обеспечивал так называемую дорогу жизни. По этому воздушному мосту были вывезены тысячи детей, спасенных от голодной смерти. Он уничтожал вражеские укрепления, железнодорожные мосты, уничтожал эшелоны с солдатами и военной техникой противника. 20 января 1942 года звено из 3 самолетов, в котором Ахриев был ведущим, попало под огонь немецких зенитных орудий. 2 самолета были сбиты и упали на оккупированной территории. После освобождения Ленинградской области самолеты были найдены. Останки погибших летчиков, среди которых были и останки Рашидбека Чаховича, были с почестями захоронены. В честь него и других героев защиты Ленинграда установлен обелиск в городе Героя. И среди, значит, имен этих защитников есть имя Рашидбека. Его имя также среди имен первых летчиков, которых отметили на обелиске,
сквере при въезде в Внуково, аэропорт в Москве. Вот. И, значит, с 1994 года он официально объявлен первым летчиком независимого государства Таджикистан. Вот. И одна из горных вершин на Памире названа его именем. Во время Великой Отечественной Рашидбек Ахриев бомбил вражеские эшелоны и участвовал в самых важных военных операциях. Погиб он в январе 1942 года под Ленинградом. Его подвиг бессмертен, а память о нем незыблема. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. Еще одна семья получила помощь от фонда «Солидарность». Акиевы из сельского поселения Аршты в результате пожара лишились жилья. Фонд помог со строительными материалами. А строить новый дом для семьи планируют всем селом. Репортаж Заремы Евлоевой. Этот Новый год семья Акиевых запомнит надолго. Видео снято 31 декабря. Окна, двери, крыша. От этого дома не осталось ничего, кроме 4 стен. Все случилось рано утром. Пока отец был на работе, а мама вышла за продуктами, дети остались одни. Младший сын Байсангур, которому всего 4 года, решил зажечь бенгальский огонек. Как только искры спустились до руки, ребенок испугался и выбросил игрушку, которая и стала причиной возгорания. Детей мы спасли, можно сказать. Документы кое-что, а больше ничего мы не смогли спасти. Загорелся это каркасный дом, построен он еще вот-вот только достроился, строился он 5-6 лет. Из-за того, что не было возможности, только вот, думаю, все, закончили строительство. Дом строили долго, вкладывали все заработанное. В теплый сезон отец семейства продавал скотину, а зимой черемшу. Долгожданное новоселье состоялось совсем недавно, а теперь снова приходится ютиться в тесном отцовском доме. На помощь погорельцам кинулось все село. Соседи помогли разобрать завалы, а глава местной администрации предложил обратиться за помощью в фонд «Солидарность». Сегодня сюда доставлены строительные материалы. Это блок, около 2000 блоков, это лес и также профиль. Все, что необходимо для крыши. Эти материалы сегодня доставлены на данное место. В 2013-м в селении Аршты также сгорел частный дом. Семья буквально осталась на улице. Тогда сотрудники фонда «Солидарность» отреагировали быстро и помогли восстановить семейный очаг. Глава села отмечает, в такие моменты важна поддержка не только финансовая, но и моральная. Он один день остался без имущества и без дома. И село, и район, и наша республика не осталась в стороне от этого. Хозяин дома даже не ожидал, что так будет. Он не верил, честно говоря, пока они не приехали. Потому что ему все давалось своими руками. А тут так получилось, что фонд помог ему. Сегодня ему привезли кирпич, чтобы полностью построить этот дом, то есть добить. Пока старшие разгружают строительные материалы на холоде, маленький поджигатель веселится на детском празднике. О том, что оставил семью без дома, Байсангур еще не понимает, а дедушка ласково прозвал его пожарником. Старшие уверены, самое главное, что никто не пострадал. Когда после пожара у нас такое ощущение было, что, думаю, все это остальное заровнять, да и оставить. Я благодарен нашему президенту Юнусбеку Баматкереевичу за такие вот хорошие помощи, Магомеду Харсееву, что он так отозвался. Мы даже не думали, что вот такая помощь нам будет. Дом расчищен, строительные материалы завезены. Как только потеплеет, односельчане обещают помочь и в строительстве дома. Зарема Евлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. 25 лет освещая самые важные и свежие новости. В редакции газеты «Ингушетия» сегодня награждали победителя конкурса праздничного логотипа 25-летия создания общественно-политического издания. Конкурс был запущен в ноябре, заявки принимались до 31 декабря. За этот период свои варианты праздничного логотипа предложили 27 участников, различные цветовые гаммы и творческие решения. Победителя выбирали коллегиально.
Мы хотели определить и выявить для себя праздничный логотип, который мы будем использовать в наших продуктах. Это еженедельная печатная версия газеты «Ингушетия», это интернет-сайт, это социальные сети и другие проекты, в том числе и рекламная продукция, которую мы в течение 2018 года, над которой мы будем работать, будем распространять и то есть показать всем нашим читателям свое праздничное настроение. Победителю конкурса Магомеду Мальсагову вручили сертификат от редакции газеты и денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Он предложил газете 15 вариантов логотипа. Я работал почти месяц, постоянно вносил корректировки, и этот логотип является также функциональным. На газете, которую читает человек, написана краткая история газеты самой. И на подошве его обуви есть QR-код, который дает ссылку на саму газету. Безопасно ли пользоваться общественным транспортом? На этот раз в поле зрения сотрудников ГИБДД и Комитета промышленности оказались нелегальные перевозчики автобусов и маршрутных такси. Рейд по выявлению нарушителей, которые перевозят сотни пассажиров за день, прошел в Кантышево. Об итогах проверки расскажет Жарейдат Халухоева. Перевозку пассажиров на общественном транспорте, увы, идеальным не назовешь. Перевозчики, которые отвечают за здоровье десятков пассажиров, нередко нарушают ПДД, садясь за руль без водительского удостоверения. Найти таких нарушителей – цель сегодняшнего рейда, который инспекторы ГИБДД проводят совместно с Комитетом промышленности и Ространснадзором. Проверяют всех водителей автобусов и маршрутных такси, как частных, так и государственных. Карта маршрута есть? Нарушителей немного. Помимо документов на машину и водительского удостоверения, у перевозчика проверяют еще и лицензию на право деятельности, путевой лист, а также справки медицинского и техосмотра. Лицензия Ёлжи. Так, карта маршрута есть. Так, удостоверение есть. Все законы должны, страхование, все, Ёлжи. Все, нашли, все, полный комплект. Так. Рейд проводится по поручению правительства республики, которое поставило задачу усилить меры безопасности на всех транспортных объектах региона. По итогу проведения нашего рейда сделаем определенные выводы. И кого надо будет, значит, привлечем к ответственности в соответствии с правилами пассажирских перевозок. За несколько часов рейда зафиксировали 10 нарушителей, в отношении которых на месте составили правовые и административные акты. В основном это частные перевозчики. И если в ближайшее время все нарушения не будут устранены, инспекционная служба обещает прибегнуть к более жестким мерам. Они будут регулироваться штрафами, соответствующие должностные лица будут привлечены к ответственности. Если там еще несколько нарушений, грубые нарушения, если выявится, мы направим это тоже в суд на нарушение условий лицензирования. Рейд по выявлению таких нарушителей будет продолжаться и дальше, пока каждый водитель не научится ездить по букве закона. Жарейдат Халухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Уже завтра, 20 января, в республике пройдут первые в этом году соревнования по смешанным единоборствам. Турнир пройдет на Кубок Дворца спорта «Магаз» имени Бирда Евлоева. Участие в состязаниях примут представители различных бойцовских клубов Ингушетии. Это юноши 16-17 лет и отдельно выступят бойцы от 18 и старше. От каждого клуба заявлено по 3 бойца в своей весовой категории. Все они уже прошли традиционное взвешивание и готовы выйти в рейдж. До этого на нашей площадке турниров такого плана не было. Это первый турнир, такого хороший, я считаю, турнир для дебютантов. И я думаю, это будет хорошей традицией для нас проводить такие турниры. Заявленные участники должны приложить максимум усилий, чтобы победить на этих соревнованиях. Ведь победители получают путевку на участие в 10-м юбилейном турнире «Дорога в М1. Битва в Назрани», где есть шансы показать себя на более высоком уровне в мире ММА. Начало турнира в 9:00. Билеты можно приобрести в кассах Дворца спорта.
Если бы я был президентом. Конкурс под таким названием стартовал в Национальной библиотеке имени Джамалдина Яндиева. Интеллектуальное состязание проводится в преддверии выборов главы государства. Учащиеся 5-11 классов могут самостоятельно выбрать жанр сочинения и подать готовую работу в Центр правовой информации библиотеки. Необходимо также указать фамилию, имя участника, класс и образовательные учреждения. Прием конкурсных работ завершится 10 марта. Победителя определит комиссия путем метода экспертной оценки, а церемония награждения пройдет в Национальной библиотеке 15 марта. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.